Объявляется минута молчания. Возлагается гирлянда памяти. Чуваши, сколько у нас героев? Я занимался проектом достаточно долгое время, называется «Золотые звезды Чуваши». Мы туда включили земляков, уроженцев Чувашской республики, жителей, кто здесь проживал, служил, скажем так, после войны, до войны, и чувашской диаспоры. Это герои Советского Союза, полные кавалеры Ордена Славы, герои России. Все, вот по всем трем, получается, надо их подразделять. Кто именно родился на территории Чувашии, кто проживал. Вот Дудецкий, допустим, он 40 лет, 39 лет прожил, он уроженец не Чувашии, и плюс чувашская диаспора. Это чуваши, родившиеся за пределами республики. Их в Татарстане 9 человек, в Ульяновской области 8, в Башкортостане 8, в Самарской области 7, их всего 35 героев Советского Союза. А кто родился? 63, строго если подойти, именно их населенные пункты, которые находятся в черте нынешней Чувашской республики. И плюс, как уже говорил, жители, их 37 даже. Но, правда, они по-разному. Кто-то вот во время войны инструкторами авиашколах в Алатыре и в Чебоксарах, там год, меньше. Кто-то, я уже говорил, кто-то десятки лет, конечно же, прожил, да, но в то же время надо, наверное, сказать, все-таки можно бы и включить как уроженцев, тот же Винокуров, допустим, он совсем детские годы переехали они сюда. Таких вот Уроков, допустим, он родился в Ульяновске, Симбирске, да, но детские годы, совсем 3-4 годика было, переехали в Шимушинский район, потом они жили с мамой в Чебоксарах, потом даже в Шумерле. Во всех городах есть улицы его имени, да. Вот примерно такая картина получается. Ну, общей сложности, так, 63 плюс 37, 100, 135, около 140 героев Советского Союза, о которых можем мы говорить уроженцы и имели отношение к нашей Чувашской республике. Понятно, спасибо. А вот есть, можно даже озвучить, такой вот в прошлом году даже я на эту тему общался с Анатолием Геннадьевичем Аксаковым, депутатом нашим, да. Имена 35 героев Советского Союза. Здесь вот на Аллее Славы их 80 уроженцев, плюс не все, понятно, жители. А так вот уроженцев, вернее, получается, представители чувашской диаспоры, желание есть на 2 стеллах 35 человек, да. Вот здесь все-таки мы раз говорим один народ, наш чувашский народ. Очень-очень бы, конечно, желательно хочется, вот, чтобы их имена приезжали бы из других регионов, они бы цветами сюда шли. Вот наши герои, вот из Татарстана, допустим, 9 человек, я говорю, чуваши, из Ульяновской области, в Башкортостане по 8, в Самарской области 7. Вот очень у меня мечта при своей жизни, как говорится, увидеть их имена здесь на Аллее Славы, на стеллах. Так, еще один момент. День такой. И разный, и тяжелый. Вот перед нами депутат Государственной Думы, товарищ Аксаков. Вы с нами? Дорогие друзья, всех поздравляю с великим праздником Победы. Желаю счастья, любви и всегда побеждать. Наше дело правое, победа будет за нами. Спасибо. Мы верим в вас. Ура! Спасибо. Мы с вами. Спасибо. Днем Победы!
день и великий праздник. Единственный из праздников – это самый праздник победы нашим народом. В 45-м, 78 году, 78 лет тому назад развели фашистское логово и победили советский народ в фашистской Германии. Да, много мы потеряли. Наши отцы и деды воевали бы, многие, вот тех здесь стоящих, наверняка ни одного человека нет, ни одной семьи, которые бы не погибли. Кто-то не участвует, кто-то нет. И многих по 4, по 5. Даже одну женщину показали, 7 детей было, и то все почти погибли. Вот такая жесткая Великая Отечественная война была. И все-таки наш народ победил. Как бы тяжело не было. Дети войны, которые работали в сельском хозяйстве, в деревнях, на заводе, работали, снаряды выпускали, землю пахали, хлеб доставляли. Если бы не дети войны, там война оружием, а здесь трудом. А про дети войны забывают. Они такие же победители, как участники Великой Отечественной войны, которые вот здесь погибли, лежат. Помним их. Поэтому, товарищи, нам надо объединиться вокруг коммунистической партии и восстановить Советский Союз, как было. Вот даже сегодня, сколько обращений было, я не успел.